Подающий надежды юный музыкант, мечтающий о судьбе скрипача. Будучи детдомовцем из Усть-Кулома, в 14 лет он подобрал на скрипке коми-народную песню «Шон-де-Бан» и исполнил ее в своей обработке на областной олимпиаде художественной самодеятельности. Играть он научился самостоятельно, совершенствовался в Сыктывкаре по классу скрипки у Оплеснина. Сегодня Александр Георгиевич Осипов известен как первый профессиональный коми-композитор, автор музыки популярных песен, обладатель нескольких музыкальных специальностей, композитор более 1,5 сотен песен, фольклорист, объездивший экспедициями по сбору народных песен всю республику Коми, хормейстер ансамбля песни и пляски, аранжировщик песен Виктора Савина, искусствовед, защитивший диссертацию. Что такое тайга? Это море шумных сосен и ели, бескрайних зеленый прибой. Что такое тайга? Это зори просыпаются рано в туманное утро со мной. Что такое тайга? Это ветер, то целует, то кружит и вьюжит над нами шальной. Что такое тайга? Это ветви укрывают в дороге меня в непогоду и знай. Солистка театра оперы и балета Республики Коми Елена Ладыгина. Свою основную мысль Александр Георгиевич выразил в песне «Грезденгажа». «Хватит сидеть по углам и пищать, как комары». Это был его призыв ко всем людям, и выражался он в том, что коми-песню должны услышать как можно больше людей. И, конечно Сегодня мы тоже говорим: хватит тихонько петь в полголоса коми-песни по далеким деревням и селам. Давайте исполнять их на больших сценах. Давайте петь их всеми городами и селами нашей Родины, Коми земли. Мы благодарим за участие в первом фестивале «Музыкальный камертон земли Коми» фольклорный коллектив «Остущес». Руководитель Панюкова Ангелина Ивановна. Под дружные аплодисменты вручаем вам благодарственное письмо.
Александр Георгиевич в своей автобиографии писал, что начало его композиторской деятельности в 1940 году связано с колыбельной на слова Михаила Лебедева «Зыбкадор Щащиленков». Посчитав удачной, композитор включил ее в сборник «Щиленкивьес да Романсьяс». И песня вошла в репертуар солистки коми-ансамбля песни и пляски Екатерины Орловой. В 2018 году в районном центре изобразительного искусства и прикладного творчества при главе муниципального района Прилузский в селе Объятчево состоялся концерт «Песенный камертон», посвященный 95-летию Александра Георгиевича Осипова, где была исполнена эта песня одной из участниц концерта. Она полюбилась педагогам и руководителям детской музыкальной школы села Объятчево и с тех пор звучит в исполнении учащихся разных лет. Сегодня ее исполняет Елена Андреева, ученица детской музыкальной школы села Объятчево. Cielem szerejuś, wiemy dwoiżny niewolny, woi sobą puść. Zişlep dişim ateliş, bitiye cid yuş. Eve mozami, şelem şereyuş. Asyaky aberylos, baraga жалун. Зыбкадор иштен атмамыт, не кыче озмон. Об медона бесенав, не котлы окшет. Менам зорними чакага, бура ожасмет. Корки бидман подантени, enya olasnok. Edosi soyasketовни, лостен адмак. Zişlep dişim ateliş, bitiye cid yuş. Eve zorni piye, şelem şereyuş. Eve zorni piye, şelem şereyuş. Благодарим за участие Елену Андрееву, детская музыкальная школа села Объятчево, руководитель Елена Юрьевна Костнарева, концертмейстер
Виктория Иосифовна Андреева. В 60-е годы не было почти ни одной детской песни на коми-языке. Эту проблему Осипов осветил в своем докладе в январе 1967 года. Он просил коми-композиторов и писателей писать для детей. Он прекрасно понимал, что создавать песни для детей, такие маленькие, простые, задорные и веселые, гораздо сложнее, чем для взрослых. А сам Александр Георгиевич в 1965 году знакомится со стихотворением «Шор» Серафима Попова и создает первую песню для дошколят на коми-языке, которая входит в сборник «Катшащиньес». Для нас с вами эту первую детскую песню на коми-языке подготовил образцовый детский коллектив Республики Коми, ансамбль народной песни «Зарни Войтва». Диплом участника первого фестиваля «Музыкальный камертон земли Коми» вручается образцовому детскому коллективу Республики Коми, ансамблю народной песни «Зарни Войтва», младшая группа, районный дом культуры села Визинга, руководитель и концертмейстер Надежда Яновна Дикоева. Ваши аплодисменты, друзья. В 20-х годах 20 века юная Александра Ивановна Обрезкова окончила Сыктывкарское педагогическое училище и вернулась в свое родное село Сторожевск, в котором стала работать учительницей начальных классов. Ее душа требовала творчества, и это стремление нашло выражение в самодеятельном хоре, руководителем которого она и стала. Александр Георгиевич был крайне рад познакомиться с Александрой Ивановной. Она стала для него кладезем фольклорного материала. С ее помощью он записал множество народных песен, которые она и ее коллектив пели, а для некоторых из них он сделал обработки. Песня «Кэкэй» была в репертуаре первого состава фольклорного коллектива «Кеброса-Войпук», который образовался в 1981 году. Песня, безусловно, народная, но манера исполнения участницами коллектива отличалась от народной. И сейчас коллектив ее исполняет в обработке для хора Александра Осипова. Кэкэй, кэкэй, мы те кэкэй.
вменим кекей, муса другей ке, корми адишлам кекей, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Кекей, кекей, мы те кекан, шекидраш шерин, виштав меним кекей, мене ваш мозе, сие ради кекей, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Кекей, кекей, мы те кекан, киакусиген, виштав меним кекей, мусагетирен, шуны кутасе кекей, ку-ку, ку-ку, ку-ку. Благодарим за участие фольклорный коллектив Дома культуры села Куратово Кебросовой эпох. Руководитель Майя Васильевна Корина. Ваши аплодисменты, друзья. Михаил Лебедев, коми-поэт и поэт-песенник. Большую часть жизни он прожил в селе Карткирос. После него остались рукописи, черновики и переписки. И в одной из этих переписок есть автограф. Автограф Александра Осипова на нотном листке с им самим расчерченным станом. На листке ноты песни «Вичвулен» на стихи Михаила Лебедева и надпись «Лучшему поэту нашего времени Михаилу Лебедеву. 11 сентября 1950 года. Александр Осипов». Летом 50 года были подведены итоги конкурса на лучшие эстрадные произведения на коми-языке. Первое место жюри присудило песне «Вичвулен». Хор Йолога, коллектив родом из Старожевска. Родина Александра Георгиевича, села, где прошло все его детство. Сегодня коллектив хранит память о своем прославленном земляке и гордится тем, что большое место в репертуаре коллектива занимает творчество Осипова. Вичвилин зебуна, Орисен же березі, я у
Благодарим за участие. Еще не прощаемся с хором Йолога. К 70-летию Сталина в 1949 году Осиповым были написаны 4 песни. И среди них «Сталин Юлы Щиленков», которая получила первое место в конкурсе на лучшее эстрадное произведение на коми-языке. Тема песни была советской «Вождь и бригада колхозниц на сенокосе», а музыка с коми-национальными мотивами. Именно с этих песен и начинает складываться уникальная композиторская манера Александра Георгиевича, которая проникнута коми-народной мелодикой. Светлана Головина, педагог Эжвинской детской музыкальной школы, отметила высокую художественную ценность музыки в этих песнях. И совместно с Надеждой Алексеевной Митюшовой попросили Василия Ладыгина написать новые слова к этим песням. А современный коми-композитор Сергей Носков сделал современную аранжировку. Это было сделано в 2014 году. И сегодня песню «Ачным щилом» для вас поет хор «Зорюшка» из поселка Подтыбок. Хор «Зорюшка», поселок Подтыбок. Большое спасибо. Не прощаемся с вами. Серафим Попов как-то открыл секрет творческой дружбы с Александром Осиповым. Он писал так. «Сначала ищешь мелодию и образы, пытаешься удержать их внутренним слухом и зрением. Потом переносишь на бумагу и проверяешь, как строчки звучат. Если композитор рядом, что-то еще подскажет, подшлифует. Работаешь, зачастую не зная, чем тебе ответит слушатель. Очень при этом помогает коми-народная песня. Она служит наглядным примером того, как песня живет в народе веками. И когда этот урок усваивает современный автор, тогда мелодию уже закладывает в стихи, и такое произведение композитора легко заметить. Так мы с Александром Осиповым и работаем. Для следующей участницы нашего фестиваля народная песня «Бур батькат мамкат олом» в обработке Осипова стала талисманом. Еще маленькой девочкой Галина Москаленко пела ее на деревенской сцене в деревне Вездино Усть-Вымского района. А в 2019 году на Международном фестивале народного творчества имени Зеленина в Удмуртской республике она заняла первое место в номинации «Храним наследие народа». Батькед, мамке,
корменам вун, месеки шогектедлив, гадил гаштем лун, месеки шогектедлив, гадил гаштем лун, эзвидли скормил батей, земсие лишань, пирожки с менем мамукой, темиян рочакань. Гулять ныне пета, да щиланки, ставня звелишувне, земшу датаєни, ставня звелишувне, земшу датаєни, не звелишу давили, да воштящим шод, меко не ртаешутся, крепкин кут. Буролеменам вели, лёколем воисе, коригажа доледлонис, кыч битте зивев, коригажа доледлонис, кыч битте зивев, гурбачка дмамка долем, осне корменам вун, месеки шог эктедлив, гадив гаштем лун, месеки шог эктедлив, гадив гаштем лун. Диплом участника первого фестиваля «Музыкальный камертон земли Коми» вручается Галине Москаленко, солистке Народного хора Республики Коми «Асыв», концертмейстер Олеся Юрьевна Нефедова, село Айкино. Ваши аплодисменты, друзья. «Ветлый коть дас мусаю» – одна из последних песен в творчестве Осипова, поэтому ее можно назвать итоговой, прощальной. Создана она была в 1970 году на слова его постоянного соавтора и друга, коми-поэта-песенника Серафима Попова. Вместе они сочинили около 30 песен, а это целая жизнь. И вот приходит время подведения итогов. И поэт, возможно, впервые говорит об этом, не прячась за образ лирического героя, напрямую, от первого лица.
Этот прием настолько поразил композитора, что он пишет музыку на этот, казалось бы, публицистический текст. А песня получилась абсолютно в стиле Осипова. В ней и радость жизни, и суровость севера, и трепетное волнение, и светлая печаль. И есть строчка, в которой единственное упоминание о боевом прошлом авторов. От сотрудников музея Северо-Западного фронта, где чтят память участника боев под Старой Руссой Александра Осипова, знают его биографию и песни, пришла просьба о русском переводе прощальной песни, чтобы включить ее в экскурсию. На просьбу откликнулся сыктывкарский поэт Владимир Цивунин. И как шли в сражение, век нам не забыть, новым поколением краше станет жить. Хоть необозримые обойди края, самая любимая Родина моя. И сейчас вашему вниманию мы представляем эту песню в исполнении Марии Мараевой, солистки хора Эжва Катыд Усть-Коломского землячества при Сыктывкарском центре комикультуры. Да смусає вуджавлитем ю, не кыштайш мусаес, ты оначив муки, а я слышишь тема, аслы словящер, джоры ралач гиштема, сие сестем зер. Нар, зар небен кырдаше, шикке дыжиткар. Быт пелесен шиалын, сбойда кыпыдуч. Быт ван маскылалы, миян кешу. Звон, воджин суфте вощена, та иш мичалу. Ветликой та смусає, уджавлитем ю. Меч шашані смусаєс, а слав чужан бу. Ветликой та смусає, Спасибо, Мария. Еще не прощаемся. Надежда Смирнова, ухтинская поэтесса, человек тяжелой судьбы, коих много на нашем севере. Родилась она в 1907 году, окончила Киевский химико-технологический институт и в 1934 году была репрессирована. Так и оказалась в Ухте. Ухта стала для нее второй родиной, и она часто посещала и стала членом Ухтинского литературного объединения. А в 1955 году в журнале «Воевов Коцув» было опубликовано ее стихотворение. Это стихотворение сейчас же заприметил Александр Георгиевич, оно ему очень понравилось, и он создал на это стихотворение песню, которая стала очень популярной. На нашем гала-концерте любимую уже многими поколениями песню исполняет хор «Зорюшка» из поселка Подтыбок, который в апреле этого года отмечает свое 40-летие. С первых выступлений коллектива песни «Северно-лирический попутчик» были в репертуаре, ведь песни Александра Осипова входят в золотой фонд репертуара хора «Зорюшка».
Благодарим за участие в фестивале «Хор Зорюшка», поселок Подтыбок. Руководители Анна Николаевна Сурнина, Анатолий Николаевич Сивков. Ваши аплодисменты, друзья. И вновь мы с удовольствием приглашаем на нашу сцену земляков Александра Георгиевича, хор Елога из Старожевска. Встречайте. Căchis postem, căchis, vârte curât șoc, îli tu ești milei, medinez loc. Ozviștam-li ioias, ozviștam și-t văd, udam zon cât corni, ît lașam băr. Eu așa părmenșim, aslam dona voc, tădnică-s e mamăi, menșim gușa șoc. Turias-l-n bara, câlășornișii, să-mă musaiuviș, ninem torostâ. Некод меньшим шелемес гивитный оскут, кыджалыка аскежас тадыра оскош. Недем кыгызлыге, кымын вождин воясын озмуртавны, миян лыж любовь. Недем кыгызлыге, кымын вождин воясын озмуртавны, миян лыж любовь. Благодарим за участие хор Елога села Старожевск, руководитель и концертмейстер Николай Дмитриевич Шамрай. Ваши аплодисменты, друзья. Композиторы республики ощущают серьезные затруднения при выборе текста. Специальных песенных текстов пишется мало, поэтому каждое более-менее удачное стихотворение перекладывается на музыку. Такие сочинения создают впечатление благополучия в песенном жанре, но они никак не могут удовлетворить запросы народа. Так пишет Александр Осипов. А мы вспоминаем, что «Ты помнитан» была первой лирической песней Александра Георгиевича, и написана она была в начале 50-х годов на стихи молодого поэта из Юрова. И вновь мы рады приветствовать на нашей сцене Марию Мараеву с этой прекрасной песней. Ты помни там, кычемет бырья свисток, прощальный кывья с перья с мора спишь, кыч пристани бердыш ворчи
менам киш, зеву на колес, сие качань лун, зеву на тылыш, сие качань пышлис, но нам память еще звон, кычтене колес, менам бобу вчышьян. Ты помни тан, коркутлы тенеме, сегбиен Сочи смена море с пычкой, одмед водяй, окыштын секте, да мелый щинат, чылым меньшим бычкин. Металлун лем, о зашлые жицыр, мед югы дарыс, чöfte зарни коряс, метек дло, быдлайн и пыр, и мене теуш, нинем дико сторьет, метек дло, быдлайн и пыр, и мене теуш, нинем дико сторьет. Благодарим за участие и с удовольствием вручаем диплом участника первого фестиваля «Музыкальный камертон земли Коми» Марии Мараевой. Концертмейстер Зинаида Леонидовна Попышева. Когда композитор аккомпанирует, это обычное дело. Но чтобы автор был превосходным исполнителем, певцом или аккомпаниатором, такое нечасто увидишь на эстраде. Вацлав Мастеница объединяет с собой композитора, чуткого к авторскому замыслу певца, и аккомпаниатора, знающего все слабости исполнителя. Именно для Творческого союза Вацлава Мастеницы и его супруги, выдающейся солистки Валентины Есевой, была написана Александром Георгиевичем песня «Попутчик». С творчеством Александра Осипова, участницы ансамбля «Зарова», знакомы давно. Каждая или слышала, или исполняла раньше многие народные песни в обработке композитора. На фестиваль выбрали для исполнения не самую популярную, но лирическую, душевную песню «Пепутчик». Сейчас вылетули ми лісами.
Благодарим за участие вокальный ансамбль «Зарава», город Печора. Руководитель Ольга Владимировна Хасанова, концертмейстер Ольга Романовна Вольф. Скептики утверждали, что коми в деревнях поют русские советские песни, и им не нужны свои. А на это Александр Георгиевич отвечал: это означает только то, что коми любят петь и не могут жить без песни. А чтобы они запели коми песни, это уже задача нас, людей искусства. К песенному творчеству Осипова участники народного вокального ансамбля «Зыряночка» относятся с большим уважением. Для ансамбля лучше подходят песни, написанные не для академического исполнения, а для народного. Песни лирические, душевные, и главное, чтобы текст с годами не устаревал. В репертуаре на сегодняшний день 4 песни Осипова, но одна из самых часто исполняемых «Ой, Йона Жонин воет кущ» на слова Серафима Попова. Эта песня то ли нам просто подходит, то ли мы сами нашли к ней подход, но она у нас хорошо получается, легко поется, как будто написана специально для нас, говорят участники коллектива. Ой, Йона Жекін воїн кущ, горщин мен гощса, лас я дорить, ти бараетна, видна та йонуш, і баране подли, онораш, ти бараетна, видна та йонуш, і баране подли, а вила сунанок, хоч моем тули, поращили, м'ячим теда ми та шо, том зони вечему санили, м'ячим Носи здивітний Господь, м'яцемен мукет, возоспер'яш, вещи красли в садом коз, вместо спетный берє, вещи красли в садом коз. Бурместа спетный берє. Диплом участника первого фестиваля «Музыкальный камертон земли Коми» вручается народному коллективу самодеятельного художественного творчества Республики Коми, вокальному ансамблю «Зыряночка», село Карткирос. Руководитель и концертмейстер, заслуженный работник Республики Коми Алексей Леонидович Ген. Отдельной страницей жизни Александра Георгиевича стала его работа в государственном ансамбле песни и пляски. Работа с профессиональным коллективом, гастроли и фольклорные экспедиции. Романс Александра Георгиевича Осипа «Эншуэйты» на слова поэта Серафима Попова был отмечен жюри, объявленного в 1949 году конкурса, как первое музыкальное произведение, написанное в классическом стиле с использованием национальных мелодических оборотов. Этот романс по праву считается пионером жанра в коми-музыке.
Светлана Николаева. Ваши аплодисменты. Песни Осипова запоминаются именно благодаря глубокой лирике. Многие его песни войдут в золотой фонд ансамбля «Асия К». В это же время Осипова серьезно волнует изучение коми народной песни. За материалами для исследования он отправляется в фольклорные экспедиции в разные районы Республики Коми. И результатом этих экспедиций станет запись более 200 песен, которые позже лягут в основу его исследовательского труда «Песни народа Коми». И эта работа будет выдвинута на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Одну из песен Золотого фонда ансамбля «Асия К» для нас с вами исполнит народная артистка Республики Коми, солистка Коми Республиканской филармонии Вера Булышева. Ой, гармонист далеко сел. Ой, ты луни дає зашивой, бакен яслен біяс, мурдіс щулемий спокой, лоспечора мія, керес єлен ворсе годек, улехиле мєлиши, бакени стали зевшуда, орче не пукали корени. Кувитеє жиде теплоход, перекат я свомен, мила вічиштем любов, бор'ї сташем томес, а з'явились вош лазон, а сласкабра спижен, мила мене се озбощ, або миєш мижа. Ой, печора, езжею, бакен яслен біяс, медмете коді юги той, воджело мія, терес єлен ворсе гудек, улечки лемєлиши, бакени стали шлишуце, ним се кута скутнини. Керес єлен ворсе гудек, улечки лемєлиши, бакени стали шлишуце, ним чешкута скутнини. Благодарим вас, не прощаемся. И вновь мы с удовольствием приглашаем Светлану Николаеву с еще одним прекрасным романсом Александра Георгиевича «Эн Вунед».
Благодарим вас и с удовольствием вручаем диплом участника первого фестиваля «Музыкальный камертон земли Коми». Это для вас, конечно. Концертмейстер Татьяна Федорова. Одна из основных заслуг Осипова состоит в том, что он собрал и обработал для хора 26 песен выдающегося коми-драматурга, поэта и композитора Виктора Савина. А также он написал ряд статей о музыке, множество очерков о творчестве композиторов и видных деятелей национального искусства. Он был членом Союза композиторов СССР, кандидатом искусствоведения, заслуженным деятелем искусств Коми СССР. Но для нас важно то, что он оставил нам огромное литературное и музыкальное наследие. И мы вновь с удовольствием приглашаем на нашу сцену народную артистку Республики Коми Веру Булушеву и Валентину Ковальчук, лауреата премии правительства Республики Коми имени Валентины Есевой.
чекан шопка вежлю, щеломой менам вичищетена. Сечекан шопка вежлю. Народная артистка Республики Коми Вера Булышева. Лауреат премии правительства Республики Коми имени Валентины Есевой Валентина Ковальчук. Концертмейстер Андрей Плаксюк. Коми Республиканская филармония, друзья. Ваши аплодисменты. В 1955 году внимание Александра Осипова привлек студент Московского литературного института, начинающий поэт Геннадий Юшков. Появившиеся тогда стихи «Помните кыть школы» и «Бурич да как я мысар» взволновали композитора светлым чувством, юношеским максимализмом и душевной непосредственностью. И он постарался передать это в музыке. А на нашем фестивале эту песню исполнит солистка театра оперы и балета Республики Коми Елена Ладыгина. Шылыктыр евет ламона, тае кады смечая, абуэча абуна, буреч таскек ямысар, абуэча абуна, буреч таскек ямысар. Джибыд медак и джола, вишталасный щикцаес. Эти ториш семен пала, огмедушке дачемес. Эти ториш семен пала, огмедушке дачемес. Sen meog dugde, loveški dane pom. Morte suleđe kog pukte, na i oslim te dadon. Morte suleđe kog pukte, na i oslim te dadon. Слуниче чудит пете, кыджи верыш визу в юль. Коды шелем семен щетас, акже воче саен коль. Коды шелем семен щетас, акже воче саен коль. Одной из первых песен Александра Георгиевича была песня «Менам Эжвалы», прозвучавшая в исполнении Пантелеймона Осипова. А Пантелеймон Осипов был коми-вокалист с консерваторским образованием, один из первых. Вот как сам Александр Георгиевич пишет об этом.
Рождению нового репертуара весьма способствует исполнитель. Вот и Пантелеймон Осипов вызвал к жизни многие музыкальные произведения. Многие песни и романсы стали результатом нашей с ним творческой дружбы. Песню с признанием в любви к реке Вычегде на нашем фестивале исполнят солистки театра оперы и балета Республики Коми Елена Ладыгина и Ксения Шабалина. Благодарим за участие и с удовольствием вручаем дипломы участников первого фестиваля «Музыкальный камертон земли Коми» солисткам театра оперы и балета Республики Коми Елене Ладыгиной и Ксении Шабалиной. Концертмейстер Татьяна Федорова. Ваши аплодисменты, друзья. Государственный ансамбль «Песни и пляски» после отъезда в 1947 году художественного руководителя Катыргина 1 год всего смог продержаться на старом репертуаре. Но когда 11 октября 1948 года концертный сезон открылся без новой программы, это сильно огорчило и растревожило публику. Чувствовалось, что в ансамбле не работают над коми-языком, над произношением. Но уже в следующем году, в 50-м, ансамбль получил мощную профессиональную поддержку. На должность хормейстера пригласили Александра Георгиевича Осипова, который тогда учился в Московской консерватории. И вдвоем с Зерницким они подняли исполнительское мастерство хора
на должную высоту. В национальной музыке с затянувшимися сумерками было покончено, и наступила утренняя заря. Государственный ансамбль песни и танцы Республики Коми имени Виктора Морозова «Асьякыа». Хор Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асьякыа». Хормейстер Мария Анатольевна Степаненкова. Подошел к завершению первый фестиваль «Музыкальный камертон земли Коми», посвященный столетию со дня рождения первого профессионального коми-композитора Александра Георгиевича Осипова. Мы благодарим всех участников и организаторов этого замечательного фестиваля. Центр музыкального наследия имени Осипова Национальной библиотеки Республики Коми, Национальный музей Республики Коми, Центр народного творчества и повышения квалификации и Союз композиторов Республики Коми. Также мы благодарим председателя регионального общественного движения «Коренные женщины Республики Коми» Князеву Галину Алексеевну за продуктивное партнерство с Национальной библиотекой. При поддержке ее организации Центр музыкального наследия Осипова осуществил 4 проекта, направленных на сохранение музыкальной культуры Коми с 2018 по 2023 год. Благодарим администрацию и коллектив Национальной библиотеки за всестороннюю поддержку и помощь в реализации всех проектов Центра.
Этот фестиваль стал возможен благодаря огромной работе и увлеченности коллектива Национальной библиотеки Республики Коми. Особенно Екатерины Ивановны Бескупской и Олеси Павловне Гамидовой. Благодарим Министерство культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми за организационную и финансовую поддержку фестиваля. Огромный вклад в популяризацию творчества Александра Георгиевича, сохранение его памяти и творческого наследия внесла общественный деятель, научный сотрудник и краевед Надежда Алексеевна Митюшова, неустанный исследователь его творчества и жизненного пути. Мы благодарим вас и просим принять от организаторов проекта букет. Приглашаем к нам на сцену. Будьте любезны, подружные аплодисменты. Эти аплодисменты вам, эти цветы для вас. Большое спасибо за вашу работу. Спасибо, Большое что вы с нами. спасибо вам, Надежда Алексеевна. Друзья наши, фестиваль был бы невозможен без наших талантливых участников. Все участники фестиваля являются большими поклонниками творчества Александра Георгиевича, и мы надеемся, что наследие этого великого композитора будет и дальше являться для вас неисчерпаемым источником вдохновения. Самой известной и популярной песней, ставшей визитной карточкой Александра Осипова, является песня, которую мы предлагаем сейчас исполнить всем вместе. И зовется она «Качащиньес». Дорогие друзья,
На этом все. Благодарим всех участников и надеемся на встречу в следующем году. Спасибо большое. До новых встреч.